Здравствуйте! В эфире телеканала «Милет» программа «Хаберлер. Неделя». Я Султания Ситакаева, и наши корреспонденты готовы рассказать о самых актуальных событиях за последние 7 дней. Смотрите в этом выпуске. В Ленинском районе начали строить новую мечеть. Чьи имена хотят видеть крымчане в названии Крымско-татарского театра? Тяжелобольной Лейле Идрисовой нужна помощь. Студент Крымского федерального университета стал одним из лучших арабистов страны. 2 хозяина на 1 участок в Марино. Решится ли земельный вопрос? Подготовка к Олимпийским играм в Токио по дорогам Крыма. Проблемы благоустройства религиозных сооружений, ремонт дорог, газификация сел. Эти вопросы руководству Госкомнадза озвучили жители Черноморского района во время выездного совещания. Итоги встречи в сюжете Айши Шулаковой. Вот в таком состоянии нам передали здание после пожара. Имам села Кировская Черноморского района Рустем Зейтулаев показывает, каким раньше был молельный дом. Этому зданию более полувека. Использовали его как общежитие. Мусульманской общине села его передали только 10 лет назад после пожара. Здание полностью сгорело, все было в копоте. Все стропила и шифер сгорели, здесь ничего не было. Здание восстановили местные жители, частично сделали ремонт, недавно провели электричество, но еще многое предстоит сделать. Нужна помощь на дальнейший ремонт. Жители хотят еще построить минарет. О благоустройстве мечети сельчане рассказали заместителю председателя Госкомнадза Эльмару Мамбетову. Именно с этого объекта он начал выездное рабочее совещание. Еще летом жители 3 сел Черноморского района обращались в Госкомитет с просьбой посодействовать подключению электричества к их мечетям. Сейчас эти религиозные объекты передают на баланс муфтиата Крыма, а проблемы с электроэнергией уже решены. Такие учреждения духовные, как мечети, церкви и так далее, они не должны быть обесточены от электроэнергии. Если возникают вопросы, вы всегда можете обратиться к нам. Мы на связи, поэтому... И с Людмилой Николаевной всегда на связи. Решаются и проблемы с водоснабжением в селе Кировское. В ближайшее время в домах жителей появится качественная вода. Не по часам, как раньше, а круглосуточно. После замены водопровода перейдут к установке уличного освещения. Также согласуем установку уличного освещения на здании мечети. Это планируется в этом году, уже в ближайшее время. То есть в этом месяце, думаю, закроем этот вопрос. Основная проблема здесь дорога. Когда ехали, наверное, уже обратили внимание. Хотелось бы, чтобы ее подсыпали, потому что после дождей сюда добраться невозможно. Следующий объект выездного совещания – местное кладбище. Его не благоустраивали годами. Здесь нет воды, освещения и ограждения территории. По линии МинЖКХ на следующий год выделяются средства в объеме 3 миллионов. И мы планируем в 2020 году начать уже работы по благоустройству кладбищ. Это подъездные пути, это ограждение, освещение, водообеспечение. Жители уверены, проблемы в районе решаются. Здесь налажена обратная связь. Спасибо, что приехали, протянули нам руку помощи. Мы и в будущем планируем работать совместно в этом же направлении. А это Кировская средняя школа. Директор учреждения Лариса Полищук с гордостью проводит экскурсию гостям. В школе обучается почти 300 учеников из 3 близлежащих сел. В 2014 году школу полностью реконструировали, закупили новое современное оборудование. Парты по росту регулируются в зависимости от 1 класса и далее до 4. Заканчивается у детей, вот они тут занимаются. То есть у нас нет уже старой мебели в том плане, что детям дома удобно, комфортно. Рассказывайте, как вы живете. Как в школе? Нормально. Кормят хорошо? Да. Тепло? Да. При школе построили модульный детский сад на 100 детей. Он начал работать в сентябре этого года. Мы, в общем-то, имеем такое здание, которое позволит нам закрыть очередь в дошкольные учреждения по Черноморскому району. Итоги визита подвели в администрации Черноморского района. Здесь обсудили проблемные вопросы и других сел. Эльмар Мамбетов рассказал, что после последнего визита в район есть положительные изменения. Например, в селе Водопойное будут строить школу. Ее уже включили в программу ФЦП. Также рассмотрели и вопрос размещения модульного спортивного зала. Районная администрация уже ищет подходящее место. Что касается проблемных вопросов межвладельческого сельского поселения, мы сегодня на совещании обсудили также вопросы проблемные. Это относительно газификации населенных пунктов, строительства дорог с твердым покрытием. В присутствии наших коллег с Крымавтодора, с ГУПРК Крым-Гасети, ГУПРК Вода Крыма все проблемные вопросы обсуждены. Эльмар Мамбетов рассказал, что большинство вопросов по развитию инфраструктуры района практически решены. Оставшиеся вопросы внесли в протокол. Айша Шулакова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет», Черноморский район.
К закладке фундамента долгожданной мечети приступили в селе Калиновка Ленинского района. Оформить землю удалось только 1,5 месяца назад. Религиозный центр местные жители строят сами. Подробности у Фатиме Сейдаметовой. Около полусотни мусульман села Калиновка по традиции читают молитву на месте будущей мечети, а потом под чутким руководством прораба приступают к закладке фундамента. Местным жителям помогают и чеченские предприниматели. Они выделили миксер и бетон. Они сказали, что эти 14 кубов бетона – их подарок на этом светлом пути. Религиозное сооружение в центре села Калиновка мусульмане мечтали построить долгие годы, а пока пятничный намаз они совершают в старой школе. Для этого местная администрация выделила им комнату. Это место для намаза, но его нельзя считать мечетью. Центральной станет именно эта мечеть в Калиновке. Этой осенью с помощью крымской власти и Духовного управления мусульман Крыма удалось оформить документы на землю. Мы ведь знаем, что каждый шаг приносит пользу нашему народу, служит стимулом идти вперед. И все это останется следующим поколениям. Поэтому мы вместе с общественниками, да будет доволен ими Всевышний, совершаем такие благие дела. Всего лишь за 3 недели общими усилиями выкопали траншеи под фундамент, собрали металлический каркас и установили опалубку. Перечислить всех просто не хватит времени. Весь наш народ помог. Огромное им спасибо. Приносят деньги, всячески помогают. Пока тепло, спешат завершить основу здания. Как говорят сами активисты, здание строят на века. Площадь самой мечети 100 квадратных метров. Местные жители уже знают, каким будет ее внешний вид. Светлые стены накроют большой традиционный купол на высоте 8 метров. Внутренняя отделка будет выполнена исключительно в крымско-татарском стиле. Для верующих Калиновки важно, чтобы здесь была мечеть, говорит Зуриханам. Она живет в этом селе 50 лет. Именно столько мы и ждали. Народ наш очень терпеливый. Иншаллах, наши внуки совершат обряд бракосочетания никях именно в этой мечети. Радостное событие не обошлось без традиционного блюда на костре. Вкуснейший плов с изюмом готовит известный в Ленинском районе повар Исмет Тураев. Я вырос в Самаркандской области. В молодости еще до армии я разжигал костер, заваривал самовар. Это профессия от Всевышнего. Я рад, что, готовя вкусную еду, радую наш народ. В такой теплой и дружной обстановке началось строительство заветной мечети в Калиновке. Она станет 13-й в Ленинском районе, вместит около 150 прихожан. Фатиме Сейдаметова, Эльдар Заитов, телеканал «Миллет». Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр скоро сменит название. С такой инициативой выступило его руководство. В интернете стартовало голосование, где на выбор 3 варианта имен великих крымско-татарских деятелей искусства: Ильяс Бахшиш, Умер Ипчи и Хайрия Мирзаде. Как проходит голосование, продолжит Эльмас Аблакимова. 3 известных крымско-татарских деятелей искусства. Совсем скоро в честь одного из них будет назван Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр. На страницах Крымско-татарского театра в социальных сетях стартовало открытое голосование. Любителям искусства предлагают выбрать новое имя из 3: Ильяс Бахшиш, Умер Ипчи и Хайрия Мирзаде. Большинство пользователей отдают предпочтение последнему. Все достойны, безусловно, но все-таки Хайрия Мирзаде. Хайрия Мирзаде – актер театра и кино, народный артист Крымской ССР. Больше всего он запомнился народу своей ролью легендарного и благородного крымского разбойника Алима Айдамаха в фильме «Алим». По сценарию Умера Ипчи. Это уже 2-й кандидат. Крымско-татарский писатель и драматург. Именно он ввел историческую драму на крымско-татарскую сцену. А вот что думает один из актеров театра. В нашей истории и культуре было много умных людей и патриотов своей родины, поэтому носить имя любого из кандидатов – честь для нашего театра. Но я считаю, Умер Ипчи больше всего подходит. Он был актером, режиссером и драматургом, к тому же руководил театром. Мы провели опросы в Крымском инженерно-педагогическом университете. Там большинство принимает кандидатуру Ильяса Бахшиша. Я думаю, что можно было бы присвоить композитора Ильяса Бахшиша.
потому что он очень известный, талантливый человек был. Ильяс Бахшиш, он достоин. Он написал музыку к спектаклям «Арзахас», «Алтын бешек», «Насредин Оджа» и «Бахчисарайский фонтан». В 1989 году участвовал в возрождении Крымско-татарского музыкально-драматического театра как художественный руководитель. Итоги голосования подведут 27 ноября. В этот день Крымско-татарский театр отметит свой 30-летний юбилей. Эльмаса Блакимова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». Симферополец стал призером 3-й Всероссийской олимпиады по арабскому языку. Конкурс прошел в Казани в начале ноября. В нем приняли участие более 100 студентов из 6 стран мира. Студент Таврической академии Таир Уразалиев занял 2-е место. В какой номинации выступил крымчанин и чем удивил жюри, расскажет Наджия Исаева. А как вы сказали? Арабский язык – один из самых загадочных и древнейших языков мира. Смысл многих слов и выражений понимают только носители языка. А дословная расшифровка почти невозможна, уверяет студент-переводчик Таир Уразалиев. Сейчас я на доске написал известные арабские выражения, пословицы. И вот первое из них, допустим, «Ма куллю абьяда шахман». Не все золото, что блестит. Но мы дословно не переводим, потому что дословный перевод его немного не сходится с нашими реалиями, так как его дословный перевод – это не все то жир, что белое. После школы сразу же поступил в Таврическую академию. Это единственное учебное заведение полуострова, где есть обучение арабскому языку. Отделение крымско-татарской и восточной филологии здесь открылось в 2002 году. Интерес к арабскому языку у меня появился еще со средней школы. Когда мы с отцом начали посещать наши дуалар крымско-татарские, на которых читался Коран, и меня именно заинтересовало звучание арабского языка. В дальнейшем я начал интересоваться, углубляться в эти вопросы. Сейчас Таир один из лучших студентов вуза, преуспевает и в учебе, и в организационных делах, принимает активное участие в культурной жизни факультета. Совсем недавно статус лидера Таир Уразалиев подтвердил на Всероссийской олимпиаде по арабскому языку. Крымчанин занял 2-е место и стал призером номинации «Переводы». Он неоднократный участник районных и республиканских конкурсов. В олимпиаде такого уровня среди 100 студентов из 6 стран мира участвовал впервые. Научный руководитель студента, доцент Рустем Бекиров, уверяет, на счету у Таира десятки достижений. Участие в деловых мероприятиях, выступления на конференциях и встречи иностранных гостей. В прошлом году даже выступил среди делегатов-переводчиков от университета на Ялтинском экономическом форуме. Таир с самых первых дней зарекомендовал себя как очень талантливый студент, способный. С самых первых дней он очень хорошо осваивал арабский язык. И его победа не случайна. Как оказалось, я даже больше верил в Таира. Он у нас парень скромный. И я ему сказал, что ты без победы не вернешься, потому что он действительно этого заслуживал. Изучение арабского – это новый мир, где даже время идет по-другому. В отличие от григорианского, исламский календарь лунный. Переводчик в своей деятельности должен учитывать и это. Изучая арабский язык, человек как будто бы попадает в другой мир, в зазеркалье. Почему в зазеркалье? Потому что шрифт арабский пишется наоборот. В русском языке и в крымско-татарском мы пишем слева направо, а в арабском с точностью да наоборот, справа налево. У молодого человека есть опыт и в преподавательской деятельности. Уверяет, зная арабскую письменность, легче изучать старо-крымско-татарский язык, на котором написаны лучшие произведения национальной, религиозной, образовательной литературы и публицистики. Мераметли. И мы сейчас с вами видим, что старо-крымско-татарская письменность, она построена на основе арабской письменности. И человек, изучающий арабский язык, он с легкостью разбирается в крымско-татарском
В старых крымско-татарском, да, написании? В терминах крымско-татарских, потому что большинство терминов взято из арабского языка. Сейчас Таир учится на 2-м курсе магистратуры в КФУ имени Вернадского. Победа на Всероссийской олимпиаде стала для студента новым карьерным шагом. Все победители смогли бесплатно пройти тестирование по арабскому языку и получили сертификат международного образца. Надежда Исаева, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». Лилии Идрисовой срочно нужна помощь в дорогом лечении. У женщины онкологическое заболевание. Диагноз рак легких врачи поставили полгода назад. Пенсионерка верит в спасение от страшной болезни и всеми силами держится за жизнь. Ее опора – дети и внуки. Однако сумма 2 миллиона рублей для семьи неподъемная. Репортаж Мухаммеда Зикирьяева. Бывший учитель музыки Лейля с трудом, но с большим желанием играет на своем любимом инструменте – пианино. На первый взгляд и не скажешь, что эта женщина отчаянно борется за свою жизнь. Буквально полгода назад Лейле врачи диагностировали рак легких. У нее предпоследняя стадия, 3-я. Болезнь ежедневно прогрессирует и забирает жизнь у хрупкой, но целеустремленной пенсионерки. Сейчас ее поддерживает вся семья – муж, сын и 2 дочери. Мы были все шокированы и старались незамедлительно начать действовать, начать лечение, чтобы быстрее мама выздоровела. Сбор средств мы организовали совсем недавно, 5 ноября. На сегодняшний день собрано около 250 тысяч. Для полной реабилитации этих денег недостаточно. Лечение дорогостоящее, нужно 2 миллиона рублей. У семьи таких средств нет. Они уже продали машину и драгоценности. Планируем еще организовать благотворительный концерт, но для этого тоже нужны средства и время, организационный момент. И в течение полугода, конечно, накопленные финансы, которые у нас были, они уже все исчерпаны. В ход уже идет имущество. Диагноз аденокарцинома левого легкого поставили краснодарские медики и сразу же принялись за лечение. Женщина прошла 6 курсов химиотерапии, но это не дало результата. Болезнь стала прогрессировать и теперь охватила правую часть жизненно важного органа. Цифры те же самые, которые были в начале, когда я делала КТ, и сейчас. 6 химий, организм ослабленный, и нужно с этим что-то делать, что-то решать, потому что время идет. И остается единственное, что мне предлагает Турция. Турция предлагает, но это очень дорого. Со дня открытия крымско-татарской школы в селе Кольчугино Лейля Идрисова проработала 25 лет. Вот ее кабинет, яркий и просторный, а это, собственно, и инструмент, на котором играл преподаватель. В школе учителя музыки Лейлю Идрисову все поддерживают, ждут ее обратно на работе. В июне месяце узнали о страшном диагнозе Лилии Скиндеровны, но мы уверены в том, что она выздоровеет, вылечится. Мы всецело с ней, мы ждем ее, мы как можем помогаем ей и очень надеемся даже не просто надеемся, а уверены в скорейшем ее выздоровлении и ждем ее обратно в наши ряды. Семья Идрисовых просит всех неравнодушных помощи. Деньги на лечение можно перечислить на карты, номера которых вы видите на своих экранах. Мухаммед Зикирьяев, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Сложный земельный вопрос в микрорайоне Марьино в Симферополе. На один участок сразу 2 правообладателя. Один зарегистрирован в 1991 году, а второй в 2016. Одна из сторон приняла радикальное решение – сломать дом, который уже возведен на участке. Об этом наш следующий репортаж. Ты видел документ? Толпа окружила каменную постройку. В руках у некоторых кувалды и ломы. Люди кричат и ругаются. Через несколько минут раздаются удары кувалдой по двери. Агрессивно настроенного человека останавливает женщина. Ракушкой швырять в окна. Я бегала от одного окна к другому. Зашли домой, нас вышвырнули оттуда. Просто вышвырнули. 5 бугаев пришли и вышвырнули нас. Выбили окна и двери, снесли кухню. В случившемся Эрнур Велилаев, который живет там почти 30 лет, обвиняет Эльвиру Мустафаеву. Уверяет, она была на месте и руководила разгромом.
заходили на мой собственный участок. Была полиция. Сделала документы, правдивость моих документов. У них документы не действительно, не ксерокопии каких-то Советских Союзов. Человек не гражданин России, у него РВП, он гражданин Узбекистана. На каком основании он находится на этом участке и поле, никто не знает. Женщина оформила участок в 2016 году. То, что там кто-то живет, не знала. 1 ноября на заседании суд постановил провести экспертизу фундамента, чтобы узнать, в каком году его возвели. Это женщина, которая обладает документами на этот дом, говорит, что она построила этот дом в 2016 году. Этот дом был построен в 90-м году. И вот, чтобы определить эту экспертизу, надо сделать. Поэтому они пытаются всеми путями убрать это до фундамента. Вот их цель, чтобы у нас не было доказательств, что это мы построили. Разрешение на застройку участков в 12 соток Эрнуру Велилаеву выдали в 1991 году. Тогда же он и построил здесь небольшую комнату. В 2000-м мужчина потерял паспорт. Затем на время уехал к больной жене в Узбекистан. Спустя некоторое время вернулся и узнал, что его участок принадлежит еще одному человеку. В суде присутствовали люди, соседи, которые подтверждали, что знают этого хозяина, знают, что он здесь живет. А тут решение выдано на нового человека, это противоправное действие. На решение не выдают. Эрнур Велилаев по факту нападения планирует подавать заявление в Следственный комитет. А кому по закону принадлежит земля и кто владелец дома, выяснить предстоит суду. Слушание пройдет уже в декабре. Ильмас Аблакимова, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. Остались считанные дни до торжественного награждения победителей 3-й ежегодной премии общественного признания «Миллет Менлига». Сейчас организаторы ведут активную подготовку к концертной программе, которая состоится в Крымско-Татарском академическом музыкально-драматическом театре 6 декабря в 18:00. Призеров и гостей концерта ждут яркие выступления звезд крымско-татарской эстрады, теплая атмосфера праздника и море позитива. Телеканал «Миллет» приглашает своих зрителей стать частью большого праздника и вместе с нами поздравить победителей. Билеты на концерт можно получить, позвонив по номеру, который вы видите на своих экранах. Сделать красочные фото в самых живописных парках Симферополя теперь можно в стационарных фотозонах. Это проект парка городской администрации и Крымской ассоциации индустрии и развлечений. Над концепцией и дизайном работали лучшие специалисты республики. Как отреагировали местные жители на преображение парков, репортаж Севили Меметовой. Желто-красные хризантемы и разноцветные тюки сена видны издалека. Это еще один пейзажный уголок для ярких фотографий. Теперь в Гагаринском парке Симферополя можно не только наслаждаться природой, кататься на катамаране и аттракционах, но и фотографироваться в новой фотозоне. Над ней работали не только сотрудники парка, но и дизайнеры. Сажали цветы и красили сено на протяжении 3 дней. Бюджет 50 000 рублей. Эти фотозоны создаются при помощи как парка, так и неравнодушных меценатов. Это и Крымская ассоциация индустрии и развлечений, и администрация тоже в этом процессе постоянно участвует, помогает, содействует. Ирина Рустамян каждый день гуляет здесь с 2 детьми. Она очень рада такому неожиданному преображению. Сегодня заметили вот такой вот фотозону, такие симпатичные декорации. Спасибо большое, что так украшают, облагораживают парк. Очень приятно смотреть и гулять. За последние 5 лет в Гагаринском парке проделали масштабную работу. Завершили первый этап реконструкции, благоустроили дорожки, оборудовали зоны для отдыха и установили тренажерные залы на свежем воздухе. Парк работает 24/7, круглосуточно. Уход за ним осуществляется ежедневно. То, что касается высадки, да, действительно в зимний период высадки не будет. Будет уход за существующими растениями. Но весной работу возобновим и будем дальше продолжать озеленять его. Яркую фотозону открыли и в детском парке Симферополя. Сфотографироваться с мультяшными героями на фоне сток сена, тыквы и ярких осенних листьев желают не только дети, но и взрослые. Ну что, девочки, улыбаемся. Первая осенняя композиция в самом центре детского парка. Для ее создания закупили более 60 тыкв общим весом около 200 килограммов.
Ворота осени – тематический баннер, состоящий из разноцветных детских зонтиков. Второе место для фото. Очень красивые получаются фотографии. Спасибо большое детскому парку Гагаринскому за то, что они предоставили такие красивые фотозоны. Самая, мне кажется, фотозона, где больше всего людей, это вот возле входа в детский парк. Там всегда можно увидеть много людей, деток, которые тоже играются там. Это, наверное, самая любимая зона для детей и взрослых. Всего в парке 3 фотозоны. Изначально их установили только на выходные дни. По многочисленным просьбам местных жителей теперь экспозиции стоят здесь каждый день. Этому парку подходит эта фотозона, и вот мне она понравилась, потому что она очень яркая. Осенние фотозоны будут украшать парки Симферополя еще около месяца, а затем их сменят настоящие зимние арт-объекты, которые уже разрабатывают дизайнеры. Севиля Меметова, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. В Алушту приехала сборная России по BMX-рейсу. Сбор в Крыму – начальный этап подготовки к Олимпиаде 2020 в Токио. В состав национальной команды 19 человек. Как проходит подготовка? Сюжет Руслана Минаева. Утренняя планерка перед началом тренировки. Покажем на примере Ярославы, как работает этот пульсометр. Что мы там хотим увидеть и к чему мы вас призываем. В качестве первоначального этапа для подготовки к Олимпийским играм в Токио сборная России по BMX-рейсу приехала в Алушту. Почему Крым? Старший тренер сборной Юрий Русаков отвечает без раздумий. Прежде всего климат, конечно. То, что трафик меньше, чем в других регионах страны в это время года. Поэтому здесь очень удобно проводить тренировки. BMX-рейсинг появился в качестве альтернативы, когда подростки, одетые в мотоциклетную экипировку, подражая кумирам из мотокросса, катались на велосипедах по импровизированным трассам. В 2008-м BMX-рейсинг стал олимпийским видом спорта. Ярослава Бондаренко – одна из лидеров сборной. На прошлой Олимпиаде в Рио спортсменка была самой молодой участницей и заняла 5-е место. Признается, сказалась нехватка опыта. Я думаю, у нас есть шансы показать хороший высокий результат. Начало заезда – один из важнейших этапов гонки. В BMX-рейсинге он стартует с возвышенности. Для тренировки выбирают места, максимально приближенные к реальным условиям. Ровный склон – идеальное место для упражнений на взрывной старт. На этом участке длиной 60 метров спортсмены должны развивать и поддерживать максимальную скорость. После каждого заезда наставление от тренерского штаба. Все, вы уже туда подъезжаете, мы уже 3 включения сделали, 4-й уже будет. Вот такое. Наша базовая подготовка включает в себя довольно много работы в тренажерном зале, приличный объем подготовки на шоссе. Ближайшие старты у спортсменов начнутся с международного турнира в Мордовии. До начала Олимпийских игр в Токио российским велосипедистам предстоит пройти 10 этапов Кубка мира. Первые начнут в Австралии. Руслан Минаев, Виталий Голубев, телеканал Милет. Это были самые важные и актуальные политические, экономические и социальные новости. Увидимся ровно через 7 дней. Приятного вечера и хорошей недели.